Ребята, кто хочет? Давай. Давай. О, красавец. И стай рядом. О, молодец. Начиная работу над этим проектом, мы долго думали, кого пригласить ведущим. Не секрет, что в кино, как в политике и спорте, разбираются все, но мало кто по-настоящему знает весь процесс изнутри. В 1956 году он уже работал на съемочной площадке. В белорусском кино более 60 лет. Начинал работать еще с мастерами советского и даже немого кино. Снял десятки документальных, музыкальных и игровых фильмов. Написал несколько книг, в том числе и об истории белорусского кино. Владимир Александрович Орлов. Сценарист, режиссер, актер, писатель, телеведущий – наше связующее звено между прошлым и настоящим белорусского кинематографа. Именно ему мы доверили рассказать историю кино нашей страны. Рассказ мой будет, конечно, субъективен, потому что история белорусского кино – это и моя личная история. О ком-то или о каких-то фильмах я расскажу подробнее, о ком-то или о чем-то вообще не упомяну. Кто не согласен, пересмотрите фильмы, о которых пойдет речь. Все режиссеры, о которых дальше пойдет речь, ровесники примерно. Детство каждого из них так или иначе связано с войной, потому что это последнее предвоенное поколение. Все они дебютировали в 60-е годы новеллами, ну а к 80-м они уже признанные мэтры, некоторые заслуженные уже даже, звания получили. За плечами у каждого по нескольку фильмов, некоторые из которых стали знаковыми фильмами, которыми киностудия «Беларусьфильм» уже могла гордиться. В 1980 году «Беларусьфильм» берется за осуществление большого проекта «Фильм. Государственная граница». Режиссер Борис Степанов как-то пошутил, говорит, что СССР – огромная страна, границы его бесконечны, и, видно, снимать мне этот фильм придется до конца моих дней. Так оно и получилось.
На кінастудыі «Беларусьфільм» ідуць здымкі шматсерыйнага фільма «Дзяржаўная граніца». Над вобразам Владимира Ильича Ленина працуе вядомы артыст Юрий Каюраў. Беларускія кинематографисты упершыню звяртаюцца да экраннага ўвасаблення вобраза правадыра. Я хочу попросить вас, товарищи, прямо сейчас трудное, голодное, а служба ваша и того трудней. Всегда помните о солдатах, о рядовых. Пусть они всегда будут сыты и одеты. До свидания, товарищи. До свидания, Владимир. До свидания. До свидания. Такое трепетное и внимательное отношение я встретил на «Беларусьфильме», когда впервые перешагнул порог и пробовался на фильм, знаменитый фильм «Государственная граница». Его императорское высочество, великий князь Николай Николаевич, местоблюститель российского престола и вождь нашего союза младоросов Александр Львович Казымбек поздравляют каждого из вас с следующим чином и желают успеха в святой борьбе против большевиков. Господа офицеры, ура! Обслуживала творческий процесс в этой ленте очень хорошая группа. Это и оператор Алифер, и Борис Степанов, режиссер, художники, звукооператоры, люди одной группы крови. Такое впечатление, что я попал в хорошо сплоченную семью, и это тоже очень важно, когда возникает ощущение доверия, надежности и права быть не только самим собой, но и быть лучше, потому что на тебя смотрели и ждали чуда. Я хочу попросить вас, скорее преклоните колени, затеплите лампаду или белую Божью свечу. Государь-император сегодня поутру расстрелян. И наследник престола российского отдан во власть палачу. Господа офицеры, примите последний поклон. Господа, он прав. То, что случилось 25 октября, это не просто смена власти. Это катастрофа. Страшная. Мы сейчас в Музее истории театральной и музыкальной культуры Беларуси. Вот здесь на стендах наши выдающиеся артисты, композиторы, режиссеры, какие таланты. Но вы знаете, вот что обидно. Почему-то в наших белорусских фильмах они всегда играли только эпизоды. Ни в прибалтийских, ни в закавказских фильмах, как правило, москвичей на главные роли не приглашали. Только свои были. А у нас вот всегда начиналось это все с приглашения московских артистов, а нашим доставались только эпизоды. Ну что ж, как говорится, для истории, и за то спасибо. В 1984-м, сняв в Москве на студии Горького несколько картин, в том числе «Достояние республики» с Андреем Мироновым, в Минск вернулся великий сказочник Владимир Бычков. И второй раз, как говорится, вошел в белорусфильмовскую реку.
Он мастерски снял очередной детский фильм «Осенний подарок феи», имевший удачный прокат, а в 1985 году свою картину «Полет в страну чудовищ», к сожалению, последнюю в его творчестве. Весь процесс съемок проходил на моих глазах, так как режиссер пригласил меня на роль сыщика. Роль отрицательная. Ну, конечно, кого же я еще могу играть? Зато командировка на юг под Сухуми компенсировала все моральные и физические издержки. Первая картина, которая у меня была, она была насыщена настолько вот этими комбинированными съемками. Это был Владимир Сергеевич Бычков, фильм «Полет в страну чудовищ». И там была и кукольная мультипликация, и цирковые аттракционы. И самое главное, вот эти волшебники-комбинаторы мы снимали вот здесь, вот на нашем спортивном комплексе, который здесь в Зеленом Луге. Он был после пожара, и с помощью тройной экспозиции из него был сделан замок Дуляриса, с крыши которого взлетали сказочные вертолеты. А была съемка, когда каскадеры влетали на него на мотоциклах, цирковые артисты его штурмовали, и вот эта камера комбинированных съемок все объединяла в кадре. Это, конечно, удивительно. То, что сейчас, вот, сидя за столом, делают мультипликаторы и модуляторы, кто занимается компьютерной графикой. Окрестности Сухуми, бамбуковая роща, песчаный пляж, Черное море. Но съемки фильма осложнялись вот каким фактором. Где-то с середины рабочей смены вокруг съемочной площадки паркуются машины местных жителей. Они в ожидании окончания съемки ждут, чтобы разобрать потом работников съемочной группы и развести по окрестным селениям, где уже накрыты столы обильные для угощения работников киностудии «Братской Белоруссии». После этой картины Володя прожил в Минске еще почти 20 лет, делился замыслами. Но более проворные коллеги оттесняли его, выбивали государственное финансирование на свои картины, а он этого не умел. Настали иные времена. Теперь ценился не талант и профессионализм, а пробивные способности. В ежеутренних молитвах мартирологи поминаю Володю Бычкова, простодушного, безмерно талантливого уникума. Больше такого творца в белорусском кино сегодня не вижу, да и в российском тоже. Мемориальных досок в честь Володи Бычкова или Леонида Нечаева на фасаде киностудии нет и никогда не будет. Наверное, оно и правильно. Зачем им таким вещественным, материальным способом сохранять память о себе? Они же сказочники. Михаил Николаевич Пташук за 30 лет работы на киностудии успел снять 10 картин. Все они отмечены национальными и международными призами, среди которых есть и очень престижные. Я уверен, у каждого, кто знаком с его творчеством, есть и свои любимые фильмы. Я же считаю лучшим фильмом Михаила Пташука «Знак беды» по повести Василия Быкова. Во-первых, белорусская тема.
белорусская история, которая, как это бывает с настоящим искусством, оказалась близкой и понятной во многих странах, где показывалась картина. А второе – удивительно талантливый дуэт актеров белоруса Геннадия Гарбука и москвички Нины Руслановой. Ну и, наконец, безусловно, высочайшего уровня работа оператора Татьяны Логиновой, художника-фронтовика Владимира Дементьева и композитора Олега Янченко. Я тебя прошу, не торопись. Сахара нет, хлеба нет, голод. И он в этот момент покупает скрипку. Ему неудобно подойти к ней, признаться в этом. Не торопись. Давай еще раз. Ладно? Пошли. Ты что это? Того? Я не того. А ты скоро будешь того. У картины была сложная судьба. Жесткие и правдивые эпизоды раскулачивания требовали вырезать. Но режиссер наотрез отказался, поставив практически крест на своей режиссерской карьере. И только время, а вернее безвременье, которое установилось в стране, и счастливый случай спасли картину и режиссера. Где теперь те всесильные запретители-запрещальщики? А мастерски снятый фильм «Знак беды» существует сегодня в авторском варианте. Это неправильно. Я не согласна. Мы раскулачиваем кулаков. А Гуш не кулак. Гуш середняк. Как хотите, но это несправедливо. Какая справедливость, тетка? У вас же мракобесие в головах! Отсталое представление какой-то не классовой справедливости, а мы класс! И должны руководствоваться единственно классовой справедливостью. Или с нами, или против. А тот, кто стоит у нас на пути, враг, и мы ломаем ему хребет. Иначе мы никогда не увидим новой жизни. Владимир Владимирович Корж-Саблин в свои режиссерские группы принципиально набирал только тех, кто хотел стать кинорежиссером и стал. Валентин Виноградов, Николай Калинин, Валерий Рубинчик, Нина Савва, Ричард Ясинский, я. Эту же школу на фильме «Первые испытания», где вместе мы с ним работали, прошел и Валерий Рыбарев. За свой игровой короткометражный дебют режиссер Валерий Рыбарев, который успешно начинал на студии как режиссер-документалист, в свои 38 лет получил приз за лучший фильм на втором фестивале молодых кинематографистов. Это была картина «Живой срез» о послевоенном синдроме человека, который не может найти себя в мирной жизни. В главной роли актер Владимир Гостюхин, который на долгие годы стал преданным соратником режиссера. Вот тебе! Оба! Дурневай! Дура! Игнат! Не надо! Игнат! Не надо! Успокойся, Игнат! Не надо! Не надо! Большая часть натурных эпизодов фильма «Чужая вотчина» Валерия Рыбарева снята вот здесь, в поселке Мир. Но вы видите на экране уже готовую картину.
И мне кажется, что вам интересно будет сейчас послушать художника-постановщика Евгения Игнатьева, который рассказывает о том, что стоит за подготовкой каждой сцены, каждого кадра любого фильма. И в данном случае фильма «Чужая батьковщина». Начать работать 30 марта, заготовить песок 3 апреля. Тут и булыжник, где натуральный выложить, бутафорский булыжник, бутафорская черепица. И вот номера поставлены. Сколько нужно было снять антенн? Снять 10 антенн к 5 апреля. То есть все было помечено точно. Вот. И вы знаете, и все это, к счастью, было очень точно нашей администрацией исполнено. Я им за это благодарен. Анча, поглянь, дай бог, хлопец упився. Ой, и правда хороший. Хоть воды напейся. Картина «Чужая вотчина» – это экранизация Рыбаревым романа Вячеслава Адамчика «Чужая батьковщина». Предвоенная Западная Беларусь, предчувствие неминуемой катастрофы, столкновения национальных интересов белорусов и поляков, борьба за землю, ту самую вотчину, батьковщину. Драматические любовные коллизии, все правдиво, обстоятельно, глубоко, высокохудожественно по изображению в этом фильме. Я люблю тебя, потом вернется до тебя. И я с тобой, как ты со мной. И я ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. В 1988 году на экраны еще Советского Союза выходит фильм Валерия Рыбарева «Меня зовут Арлекино». Часть эпизодов, где действовала эта шайка Арлекино, была снята вот здесь, в Поречье, вот в районе этого вокзала. Тут было очень удобно снимать, потому что 1-2 поезда, которые ходили вот на Литву, на Друзгеники, а в остальное время на станции было очень тихо. Это было очень комфортное место для спокойной съемки фильма «Меня зовут Арлекино». Но мне кажется, что я видел этот вокзал и еще в каких-то фильмах Валерия Рыбарева. Наверное, как-то это место очень так душевно глянулось ему. Фильм Рыбарева – это безжалостный приговор уже обреченной империи под названием СССР. Полное безверие и непрекаянность молодых людей, брошенных так называемой перестройкой, на произвол судьбы, без руля и ветрил. Перестав верить в идеалы, которые им внушали с детства, они рассчитывают только на физическую силу. Они не понимают закона бесконечности чисел. К любому самому большому можно добавить +1. И любую силу можно словить силой больше. Это и приводит героя актера Олега Фомина к краху. «Меня зовут Арлекино» – самый кассовый фильм за всю историю современного белорусского кино. Валерий Рыбарев с первых же фильмов сразу стал в ряд крупных мастеров белорусского кино. Не хочу жить. Все отравлено. Все отравлено. Я ненавижу вас всех. Между фильмами у Рыбарева большие временные разрывы. У нас он еще один недозагруженный режиссер, недооцененный, талантливый профессионал.
В начале лета 1984 года меня на Беларусьфильм пригласил Элем Климов. Он запускался с картиной на партизанскую тему и предложил мне сыграть, я уже не помню, то ли какого-то предателя, шпиона, полицая или эсэсовца какого-то. Ну, кого я еще могу играть со своим типажом. Но к тому времени я был очень утомлен работой, неустроенность быта, жизнь на съемной квартире с 2 малышами. Да потом я еще узнал, что все лето съемки будут в глухих партизанских барах, в болотах. И я так вежливо отказался. Надо делать фильмы о войне, потому что, как сказал один мудрый человек, если мы забудем свое прошлое, мы обречены пережить его заново. И еще одно. Когда мы делали эту картину, мы переживали огромную ответственность перед памятью тех, кто погиб в окопах, на полях этой войны, перед памятью тех, кто сгорел в избах, в амбарах вместе со своими детьми. Эти люди вот в течение этих месяцев, пока мы работали над картиной, как бы незримо нас окружали, стояли рядом. Просмотренный фильм потряс. Взрослеющий от начала к финалу подросток Флёра, рвущий сознание финал, фото Гитлера от последних дней до детства. Элем Климов, можно сказать, закрыл партизанскую тему на Беларусьфильме. С кинооператором Юрием Марухиным мы познакомились в 1964 году. Он был первым из наших операторов, кто в летящем вертолете сидел у открытой дверцы, буквально свесив ноги вниз, привязанный каким-то ремнем, и снимал Минск сверху. Как оператор Юрий Марухин был очень требователен к литературной основе. Со временем, поработав с режиссерами-мастерами, он сам перешел в режиссуру. «Радуница», «Мать урагана» – лучшие его режиссерские картины. Белорусская тема, яркая белорусская литература. Начиная с 2002 года на Минском международном кинофестивале «Листопад» каждый год профессиональное жюри за лучшее изобразительное решение того или иного фильма вручает почетный приз за операторскую работу. Приз имени Юрия Александровича Марухина. Таким образом, организаторы фестиваля отдают дань уважения нашему выдающемуся мастеру национального кинематографа. В 1983 году выходит на экраны один из лучших и, как часто говорят, культовый фильм Игоря Добролюбова «Белые росы». Жанр – народная комедия, редкий для нашей киностудии. Сценарий Алексея Дударева, картина о расселении жителей пригородной деревушки Белые росы, которую поглощает город. Фильм до сих пор с большим удовольствием смотрит зритель. Это, можно сказать, классика белорусского кино. Белорусский материал, белорусский драматург, белорусский режиссер. Если бы еще и
белорусские актеры. Но кроме Геннадия Гарбука в роли второго плана, все москвичи. Значит так, Андрей первый, потом ты. Нет, я за ним, потом ты. Саш, ты последний, скромненько так. Ты первым делом скажи, что, мол, князь за красным товаром пожаловал. Он больше на Стеньку Разина похож, чем на князя. Давай, скажи добрый день в хату. Ну, батя. Добрый день в хату. В кого кастрюля попала? В меня, в обсихованное. А могла и утюгом, ваше сиятельство. Виктор Туров после нескольких проходных картин вышел на белорусский эпос «Полесские хроники» Ивана Мележа. И как результат – фестивальные награды, международный прокат, государственная премия СССР – редкая оценка работ нашей киностудии. Туров ее построил музыкально, я бы сказала. Просто она пела, вся картина. Конечно, музыка Янченко, конечно, голос Мархель, конечно, потрясающая поэтика оператора нашего Димы Зайцева и понимание природы и человеческого духа Виктора Тимофеевича, понимание Мележа. Все, наверное, сыграло роль. Я не могла оторваться ни от одного кадра. Они как бы перетекали друг в друга. Все было как единый полет, вот как один мазок, одно дыхание. Туров создавал все возможное, чтобы только освободить артисту его психику, подсознание. Освободить и жить, как тебе удобно. Поэтому получилось. Когда снимаешь картину, не думаешь же ни о каких премиях, ни о чем вообще. Просто живешь той жизнью, в которой ты влез уже в эпоху, во время. Это как родить ребенка, снять кино. И когда ты отходишь в сторону и смотришь, что ты в этом участвовал, то с тобой происходят какие-то даже непонятные вещи. Я не могу назвать это восторгом или чем, но существует какое-то такое чувство удовлетворения, что ты что-то внес в эту жизнь и заставил взглянуть на этот мир теми глазами, которыми тебе хотелось увидеть через своего героя или героиню и прочее. Здесь это вещи необъяснимые. Кино – это магическая какая-то страшная сила. Кинобалладу Виктора Турова очень высоко оценил классик неореализма Джузеппе де Сантис. Он вообще был неравнодушен к советскому кино. Мы гуляли по набережной в Карловых Варах втроем. Виктор Тимофеевич, де Сантис и я. Разговаривали обо всем, поскольку Туров с ним учился в Авгике вместе, они были старые приятели и давно друг друга знали, и он хорошо говорил по-русски, и он сказал: у вас, говорит, такой сексуальный фильм. Мы оба не поняли. Мы вот с такими лицами на него оба посмотрели, реально не понимая, про что он говорит. Он объяснил, я потом его цитировала очень многим режиссерам. Он говорит: понимаете, у нас в кино, тогда они-то в капитализме, мы в социализме, у нас уже показали в кино все, во всех видах. Тут раздели, там раздели, то есть полный ликбез. Я, говорит, сижу в зале, мне не хочется. Нельзя это все раскрывать и показывать. Нельзя. Человек додумает гораздо больше, чем ты ему покажешь. Яухим, ты что, оглох? Сериал «Люди на болоте», «Опейка», «Дыхание грозы» – это 20-е годы, коллективизация
хозяйств людей на болоте, Полишуков. Великолепен дуэт Елены Борзовой и Юры Козючица. Я играла «Любовь с удовольствием», но это не значило, что я должна влюбиться в человека, в актера. Я была совершенно открыта и искренна. Это партнерство хорошее было, потому что Юра очень трепетный и с такой, я даже немножко со страхом подходил к своей роли. Как бы не испортить, у него такой был, немножко настороженность такая даже была. Но, надо сказать, у нас вообще состав был потрясающий. И это актеры, которых любил Туров, начнем с этого. А Туров не полюбит плохих людей, у него всегда очень хорошие люди вокруг него были. Последней картиной Виктора Турова стала экранизация затейливой экзотической прозы Яна Борщевского «Шляхтич Завальня». Литература давала все основания для создания кинопроизведения уровня Сергея Параджанова, но Виктор Тимофеевич уже тяжело болел. А все-таки, как настоящий художник, остро чувствующий современность, он и в этом фильме пытался предостеречь нас от надвигающейся катастрофы тотальной бездуховности. Ну что ж, я вам скажу. Не все зависит от нечистой силы. Многое зависит от нас самих. Когда люди творят друг другу зло, убивают, обманывают, грабят. Когда родители забывают о детях, а дети о родителях. Когда правители не думают о своем народе, а только о себе, а народ ненавидит своих правителей. Когда на человека смотрят как на зверя. И мы забываем, что все мы люди. Вот тогда хорошо живется бесам. Наша злоба – это чернозем для нечистой силы. Чем хуже мы, тем лучше бесам. Чем меньше в нас Бога, тем больше дьявола. Прости нас, Господи. Прости. Помню тогда на кухне, когда я пил чай, а мои коллеги что-то покрепче, я тогда говорил Турову прямо: вы преступник, что вы делаете? Берегите себя. Вы же сейчас на передовых позициях в белорусском кино. Вы сейчас лидер. Если вас-то не станет, что будет? Поберегите себя. Ну, он отмалчивался и продолжал жить так, как он жил, так сказать, вольно, застольно, разгульно. Излюбленным местом, где белорусские кинематографисты снимали натуру, был город Гродно. На Беларусьфильме даже бытовала такая присказка, что все белорусские фильмы снимаются в Гродно, кроме картины «Христос приземлился в Гродно», которая снималась в Ялте. Тут снимали Николай Калинин, Виктор Туров, Александр Ефремов и режиссер, который всегда для своих сцен искал какое-то необычное место такое, необычную среду. Это Валерий Рубинчик. И вот трагический финал своего фильма «Поход в театр» был снят вот здесь, на этом месте. Рубинчик с художником Владимиром Дементьевым построили вот прямо около этой стены будку для
мгновенной автофотографии. И герой заходил в финале в эту будку, работал автоспуск, и он умирал. Эту удивительную философскую комедию Валерий Рубинчик снял в 1982 году. Такой тонкости режиссерских находок, внешне неброской игры актеров, как бы между прочим, да простят меня коллеги-кинематографисты, нет больше ни в одной работе Беларусьфильма. По-моему, ни одна киностудия Советского Союза не имела такого, как Беларусьфильм. Это баня Беларусьфильма, куда приходили все классики белорусского кино. И вот какая это была баня, как мы друг друга парили. Миша Пташук, Виктор Туров, Гостюхин, Марухин, Игнатьев. Ну, то есть это такое братство было, чаепитие, разговоры о кинематографии, причем напрямую, без обиняков и насказаний, потому что мы присутствовали в атмосфере братского единения и единомыслия. В 80-е годы киностудия «Беларусьфильм» снимала в среднем по 13-15 игровых фильмов в год. За 10 лет это получается где-то около 140 фильмов. Конечно, рассказать и остановиться на каждом просто нереально, да и не нужно. Ведь не количеством фильмов определяется качество работы киностудии и не объемами освоенных средств, а тем вкладом в мировую национальную культуру кинематографа, который остается после нас. А вот с этим у нас всегда были проблемы, особенно в 90-е кризисные годы. А вот об этом в нашей следующей серии.